Всем добрый день, меня зовут Данияр Тохтарбаев, я являюсь руководителем фонда устойчивого развития образования. Наш фонд с 2019 года занимается тем, что сокращает разрыв качества образования между городом и сельской местностью. Зачастую люди уезжают в город, вынуждены уезжать в поисках лучшей жизни. Есть очень много триггеров, но основных, можно сказать, образование – это один из основных 4-5 триггеров, из-за чего люди уезжают в город. Ребенку в городе дается больше возможностей получать какое-то качественное образование. Если он его не получает в городе, в школе он может его получить где-нибудь в каком-то центре развивающем, или он нанимать репетитора, а в селе этого нет. Начинали с одной школы в селе Катон-Карагай, это была школа имени Ластаева, после этого добавлялись новые школы, всего было 5 школ, но на текущий момент в проекте у нас участвуют 22 школы во всех областях страны. Совместно с нашим партнером мы изучаем сельскую школу. Сначала выбираем конкретную школу, потом изучаем ее проблемы, ее потенциал, возможности. Изучаем каждого учителя, в чем он силен, где им нужно помочь. И на базе этих изучений, на базе этого исследования мы составляем 3-летний план развития этой школы. Так как сказано в названии нашего фонда, мы применяем концепцию устойчивого развития. Это общество, власть и бизнес. Вот эти 3 составляющие, 3 стороны должны работать вместе, сообща в рамках одного проекта. Назарбаев интеллектуальная школа оказывает методологическую поддержку, обучение учителей, повышение их квалификации, стажировку учителей. Спонсоры, бизнес, участвуют здесь деньгами, обновляет материальную базу этой школы. И, собственно, эти школы являются государственными, бесплатными. Я заканчивал Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова, находится в городе Усть-Каменогорск, факультет истории и международных отношений. Я должен был стать дипломатом. Но на 2-м курсе мы со своим согруппником поняли, что никакими дипломатами, скорее всего, мы не станем. Это не совсем наш путь. Поэтому мы в большей степени ушли в социальную активность. Мы начали заниматься молодежной политикой, как сейчас модно это говорить. К 3-му курсу у нас была своя уже неправительственная организация, которую мы зарегистрировали. Мы со своим согруппником, не помню, где-то, по-моему, на 2-м курсе мы защищали социальный проект по созданию молодежной организации. Для студентов, активных студентов, чтобы в университете была возможность заниматься какими-то активностями и за счет этого получать плюшки, которые ты не можешь получать за счет обучения. Из-за того, что ты зачастую пропускаешь, можно сказать, занятия. И последним вердиктом на наш проект одного из членов конкурсной комиссии был: молодежь не может быть самоорганизованной. То есть вы не можете это сделать. Просто поэтому мы ваш проект даже не можем рассматривать. И наш проект не попал в топ победителей. То есть мы просто были участниками. В этот же день мы с другом пошли, зарегистрировали, подали документы на регистрацию. У нас был устав уже, который мы готовили на конкурс. Мы подали и зарегистрировали организацию. Она называлась Лига эрудированной молодежи. На казахском звучит Парасатты жастар лигасы. Этому есть объяснение. К тому времени во многих молодежных организациях в уставе было написано: мы воспитываем лидеров, мы воспитываем самых передовых, мы должны таких собирать. А у нас было обычное правило: в стране не нужно столько много лидеров, сколько у вас есть, которые зачастую на площади с флажками гуляют, идут маршем. Мы говорили: стране нужны хорошие менеджеры, стране нужны хорошие граждане, которые умеют критически мыслить, которые занимаются саморазвитием. Собственно, для этого мы создавали свою организацию. После этого мы участвовали в различных конкурсах, грантов, тендерах, социальных каких-то конкурсах. И мы набирали очень много ребят из своих сверстников или кто помоложе был, организовывали различные курсы, организовывали различные встречи с интересными людьми. Мы организовывали дискуссионный клуб на площадке библиотеки областной. Это нам дало очень много навыков. Нетворкинг, мы разговаривали, общались с различными людьми. Это изучение законодательства, потому что, простите, это все-таки договоры, это всегда какие-то юридические обязательства, которые нужно выполнять и нести за это ответственность. Это и бумажная работа, правильное оформление документов, договоров и тому подобное. То есть, если продолжать, этот набор навыков мы приобрели за счет своей студенческой активности, или, можно сказать, реализации этих социальных проектов.
Сложности были разные, ввиду нашей неопытности, да. Нас не всегда воспринимали серьезно. Ну, пришли какие-то два молодых парня, что-то делают там, берут какие-то гранты, да, мы участвовали в различных конкурсах грантов, реализовывали какие-то проекты. И не всегда нам как бы доверяли, можно так сказать, да, не всегда в нас верили, возможно. Постоянно приходилось кому-то что-то доказывать, что ты умеешь, что ты это можешь, что ты ничем не хуже. И то, что ты молод, не означает, что ты, возможно, ты неопытный, но ты понимаешь всю эту структуру, как это делается, да, то есть суть проекта, суть проблемы ты понимаешь, и ты видишь это решение. Вот такое отношение, наверное, дало мне понимание, что нельзя говорить, я чего-то не знаю, там, да, не умею. Всегда, что мы говорим, да, мы знаем, мы умеем, мы сделаем. Сложность в том, что нашу эту работу оценить очень, ну, практически невозможно, да, то есть как вот понять, сколько, кто, где. Но у нас было определенное количество молодых ребят, которые прошли определенную школу. Мы сами вместе росли, мы встречались с различными интереснейшими людьми, предпринимателями успешными, да, там, какими-то учеными там, или какими-то просто интересными людьми, которые могут чем-то поделиться. Вот из тех ребят, кто участвовал в нашей программе, большинство неплохо устроились, да, работают на сегодняшний день, мы за некоторыми следим, вроде бы большинство состоялось. В чем заключается разница в качестве образования между городом и селом? Сельский ребенок после средней школы поступает, там, допустим, в Назарбаев интеллектуальную школу. Да, это мотивированный ребенок. Я понимаю, что это замотивированный ребенок, который вот учился. Или там в какую-нибудь другую, да, это называется элитарная школа, когда идет вот отбор, да, ребенок поступил. И зачастую разница между городским и сельским ребенком выражается в 2-3 годах академической успеваемости. Да? То есть этому ребенку еще 2-3 года нужно доучиться, чтобы дойти до этого уровня. Это означает, что ребенок недополучил этого. То есть у него не было возможности. А вот про эту возможность сельский ребенок и городской ребенок, когда поступили уже в такую школу, к 8-9 классу сельский ребенок обгоняет или догоняет городского своего сверстника. Вот это подтверждает то, что сельскому ребенку, возможно, не дали возможность эту раскрыться, да, раскрыть свой потенциал, учиться, узнавать что-то. И вот наш проект нацелен на то, чтобы создавать эти возможности. Если говорить про возможности для молодежи, эту возможность для молодежи нужно создавать. А вот использовать эту возможность и как ее использовать, это уже ответственность самого человека. Да? То есть возможностей много. Даже при том, что где бы ты ни находился и где бы ты ни учился, на каком бы пути, в каком возрасте ты бы ни находился, всегда есть возможность. Возможность доучиться, узнать что-то. Сейчас век цифровых технологий. Тот, кто хочет, тот сделает. Самое главное – желание. Если есть желание, то можно его достичь результата. Ну, достижение – это вполне такой относительный вопрос. Да. Я, наверное, скажу в сухом остатке про 2. Первое – это семья. У меня есть семья, дети, все живы-здоровы, близкие рядом. Это очень важно. Второе – это моя работа. То, чем я занимаюсь, это моя команда, люди, которые находятся рядом. И это мне приносит удовольствие. То, чем я сейчас занимаюсь, скорее, это мое самое комфортное состояние.